Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как сделать застежку пола, такую вот планочку на прямых русских платьях. Такая вот интересная планочка у нас получается. Ширина планочки 3 сантиметра. Итак, начинаем процесс. Шлёк. Итак, для планки я взяла вот такую вот ткань. Это штапель, поплин. И отработала его флизелином, то есть приклеила. Теперь взяла общую вот так вот 17 сантиметров шириной, а длиной 18 сантиметров. Вот даже вот так подставлю. Вот получается у нас ширина 17 сантиметров, а длина 18 сантиметров. Теперь подставила линейку вот так вот из двух сторон по 1 сантиметра. Здесь получается 17 на 16, а здесь 1. И делала вот такой вот точечки, подставила и провела вниз линию. После этого остатки, которые у нас остались, вот так вот подставила линейку уже под нашу новую линию. И у нас должно остаться 15 сантиметров. И потом с 0 до 6 тоже вот так вот подставила точечки. Потом с 6 на 9 то же самое подставила точечки. И то же самое провела вниз линию. Надеюсь, вам все понятно. Потом сделала сгиб наши вот эти вот сантиметр. И потом сделала второй сгиб. То есть вот этот 6 сантиметров, который у нас остался до этой линии, вот так вот пополам погладила. С одной и с другой стороны. У нас получается вот такая вот цельная планочка, цельнокроенная. Посерединке у нас осталось 3 сантиметра. Эта планочка у нас теперь 3, и эта планочка 3 сантиметра. Сделала насечки посередине. И сейчас покажу, как его пришивать к платью. Смотрим. Вот здесь у меня горловина. Подставила я насечку. И ровно по линии середины я сделала такой сгиб утюгом, чтобы было видно именно середину. Теперь подставляем планочку, насечка к насечке. Вот так вот. И вот здесь ровная линия сгиба к нашей насечке. И вот так вот фиксируем. Я сейчас его зафиксирую таким вот сметочным швом. Вот так я вот сметала. Не важно, что у меня линия такая неровная получилась. Главное, что вот здесь насечка попалась на ровную линию середины. И вот здесь насечка тоже на ровной. Теперь что делаем дальше? Вот так вот раскрываем планку. И ровно по вот этой линии проводим 12-13 сантиметров. И тоже так же, чтобы вот здесь была ровная линия. Проводим только по нашему чертежу по ровной линии. Пришиваем. Вот так вот я пришила планочку. Это с одной стороны. Теперь нам нужно вот это лишнее срезать. Смотрите внимательно, чтобы не срезать лишнее. Потому что сколько у меня вот обучались, пока внимательно не посмотрят, все испортят. А потом еще мы виноваты будем. Оставляю припуск на шов, как вы видите. Срезаем, не доходя до вот этой линии, где-то на 1,5 сантиметра. И теперь вот идем к этому уголку. Вот так вот. Только аккуратно, чтобы не срезать нитку.
И также с другой стороны тоже вот так вот оставляем. Не доходим. И идем к уголку. Максимально близко, но не срезать наши лишние планочку. Теперь переворачиваем вот так вот этот сгиб к сгибу. Убираем нашу вот эту вот сметку, она нам больше не нужна, будет только мешать. Вот переворачиваем, переворачиваем. А вот это вот, что у нас кончик остался, мы ее внутрь. Вот так вот убираем. Вот таким вот образом. Эта планочка теперь у нас с внутренней стороны вот так вот выглядит. Вот этот сгиб мы должны так вот внутрь погладить. Сейчас все, процесс поглажу и покажу. В процессе получается вот такая вот планочка. Надо это все прогладить, приутюжить, то есть. Так вот выглядит. Сейчас приутюжу вот эти вот припуски нашего внутрь и покажу. После утюжки нужно сначала вот этот язычок, как он называется, вот так вот отправить. Это вот так подставляем. И вот здесь ровно, видно? И вот здесь ровно нужно прострочить машинкой. Я сейчас это все прострочу, поглажу и покажу, что у меня получилось. Вот погладила, вот здесь прострочила, сделала такую закрепочку. Это с внутренней части. Сейчас переверну. Вот так вот выглядит наша планочка с внутренней стороны, так как вот здесь припуск ножов я погладила внутрь. Можно даже вот так вот прострочить строчкой, но так как я здесь еще застежку сделаю, так что строчить я не буду. Вот это вот лишнее оставляю немножечко, вот где-то сантиметра полтора. Вот так вот срезаем. Срезаем, и вот это нужно теперь нам просто вот так вот проверложить или сделать закрепочку зигзагом. Вот так вот. Надеюсь, было полезно. Если вы будете делать пошагово так, как делаю я, у вас обязательно должно получиться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь роликом. И всем пока-пока.